Больше 20 лет на юг России приезжает комиссия одного из крупнейших не только в Европе, но и в мире высшего театрального вуза ГИТИСа. Группа специалистов выезжает в целях предварительного отбора абитуриентов для поступления в вуз. Больше 70 талантливых студентов из Ингушетии смогли получить высшее театральное образование в престижных актерских вузах страны. Такая возможность предоставилась благодаря взаимной договоренности председателя Ассоциации театров Юга России, члена правления гильдии театральных менеджеров России Микаэля Базоркина. Мы с Григорием Анатольевичем Заславским, это вот ректор, который сейчас управляет ГИТИСом, мы с ним договариваемся и под его юрисдикцией. Зачастую он сам приезжает, прежде никогда такого не было, он сам приезжает периодически на Кавказ, вот он патронирует этот проект. С ГИТИСом мы давно и очень хорошо взаимодействуем, нам много помогают. Это там есть какой-то взаимный интерес, конечно, тоже, да, но в первую очередь покровительствуют нам, и даже те возможности, которые сегодня нам предоставлены, они значительно выше, нежели были прежде, потому что мы уже можем принимать первые туры, а прежде такого не было на Кавказе, просматривать ребят. Прежний проект, благодаря которому абитуриенты из Ингушетии поступили в высший театральный вуз, называется ГИТИС-Юг. Сегодня для Ингушетии открыты новые возможности, еще более успешные проекты, благодаря которым талантливые выпускники старших курсов театральных вузов в рамках договоренности приедут на Кавказ, в частности и в наш регион, и будут ставить здесь интересные спектакли. Мы уже определились с режиссером. Вот, девочка учится у Каменьковича, это очень мощный, маститый мастер, знаменитый на весь мир. Его студентка, по всей видимости, с факультета сценографии пока еще не определились, но будем приглашать педагога, который недавно тоже был десант с ГИТИСа, только преподавательский десант, который поставил нам Достоевского. Будем звать ее, и по факультету сценографии сейчас определяемся. По наименованию мы уже в принципе определились. В рамках взаимной договоренности высший театральный вуз страны ГИТИС берет на себя все расходы студентов и преподавательского состава, который поможет ставить спектакли. Декорации и реквизит во многом будем делать на подборе, но все остальные расходы, которые вокруг, а это самые значительные расходы, то есть это гонорары, дорожные расходы и так далее. Вот все, что связано со студентами, выпускниками, либо преподавателями ГИТИСа, немаленькие суммы, это все берет на себя ГИТИС. У нас это будет ежегодный проект, к нам ежегодно будут приезжать ребята, но и не только к нам, будем уже сейчас определяться с местами, куда еще на Кавказе, на юге они будут приезжать. Долгосрочные договоры помогут поднять уровень работы Русского государственного музыкально-драматического театра Республики. Это еще не все проекты и возможности, которые будут реализованы в рамках взаимовыгодных соглашений. Вот у нас сейчас приезжает в конце месяца, есть такой Владимир Абрамович Долинский, хороший, сильный актер, известный, да, приедет, и я хочу попробовать, он авторитет Михалкова, хочу попробовать реанимировать одну интересную, полезную для нас тему тоже через него. Потом сейчас мы ведем переговоры и в принципе уже определились с постановкой. Человек в Канаде, который давно мигрировал, 20 лет тому назад уже мигрировал в Канаду. Есть возможности по грантовой системе поставить небольшую отрепризу, то есть два артиста с нашего театра, актриса с Канады, и нас по этому коридору мы потом проедемся по ряду стран, в том числе и по России. С материалом тоже определились, у нас в принципе давно это уже идея, когда-то он у нас сорвался, просто этот проект. Современное искусство всегда требует новых решений и свежих взглядов. Согласно двустороннему соглашению, студентка известного мастера Бориса Каменьковича приедет в Ингушетию уже скоро. Ну а в театре уверены, что спектакль точно понравится ингушским зрителям. Если пандемия не внесет свои коррективы, увидеть новую постановку мы сможем уже в этом году. Лена Цычева, Магомед Дидигов, Новости 24.